Дорогая церковь, рад вас всех видеть. Кто у нас на первом этаже, пожалуйста, проходите наверх, поднимайтесь. Давайте мы поднимемся на наши ноги. И мы что сделаем? Мы помолимся, благословим сегодняшний день, собрание сегодняшнее. И мы прославим нашего Господа, потому что Он достоин. Аминь. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за Твою милость и благодать в нашей жизни, Господи. Благодарим Тебя за этот чудесный день, что мы могли сюда прийти своими ногами, Господи. Мы отдаем это собрание в Твои руки, Господи, и мы просим у Тебя благословения на сегодняшний день. Благослови сегодняшнее собрание, Господь. Мы провозглашаем, что Ты глава этой церкви. И мы хотим слышать голос Твой. Хотим, чтобы было Твое водительство в наших жизнях. И мы просим Тебя, Господь, говори к нам. Пусть жаждущие сердца, они насытятся. Пусть каждый, кто хочет услышать голос Твой, он его услышит, Господь. Пусть будет Твое водительство, Господь. Действуй, как Ты хочешь, и двигайся, как Ты хочешь. Господи, мы полны ожидания от Тебя. И прими эту честь и хвалу, которую мы приготовили Тебе. Ибо Ты великий Бог, и Ты достоин всей славы и хвалы. И весь Божий народ сказал: аминь. Давайте мы воздадим всю славу Господу. Аллилуйя, Господь! Благодарим Тебя!
верующие да хвалит Господа. Аллилуйя тебе наш Бог! Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его. Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его. Словно мощный ветер, несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер, несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Все мы дети Господни, и все мечты Его наши. Уже придет во всей силе царство Его. Словно мощный ветер, несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер, несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Ничто не погасит огонь внутри, подобно пожару огонь яви. И пусть он сильнее горит во мне. Пусть он горит во мне. Словно мощный ветер, несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, излей свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Изливается сила здесь, в этот час, в это
все мы ждем Его. Аллилуйя. Слава Богу за Его силу. Господь здесь в своей силе и славе. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Аллилуйя, за то единство, которое Ты даешь нам. Спасибо. Ты великий наш Бог. Аллилуйя. Нет в мире никого, кто сравнится мог с тобой. Нет подобного тебе, Бог мой. Ты благой, твоя милость без конца, и со мной любовь твоя. Мое сердце величает тебя. Ты велик, и нет в мире никого, кто сравнится мог с тобой. Нет подобного тебе, Бог мой. Ты благой, твоя милость без конца, и со мной любовь твоя. Мое сердце величает тебя. Я живу, чтоб ты прославлен был. Я пою лишь для тебя. Мое сердце превозносит твое имя. Я живу, чтоб ты прославлен был. Я пою лишь для тебя. Своей жизнью я хочу прославить лишь тебя. Ты велик, и нет в мире никого, кто сравнится мог с тобой. Нет подобного тебе, Бог мой. Ты благой, твоя милость без конца, и со мной любовь твоя. Мое сердце величает тебя. Я живу, чтоб ты прославлен был. Я пою лишь для тебя. Мое сердце превозносит твое имя. Я живу, чтоб ты прославлен был. Я пою лишь для тебя. Своей жизнью я хочу прославить лишь тебя. Я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу тебя прославить. Я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу тебя прославить. Я живу, я для Тебя пою. Своей жизнью я хочу Тебя прославить. Я для тебя живу, я для тебя пою. Своей жизнью я хочу тебя прославить. Я живу, чтоб ты прославлен был. Я пою лишь для тебя. Мое сердце превозносит твое имя. Я живу, чтоб ты прославлен был. Я пою лишь для тебя. Своей жизнью я хочу прославить лишь тебя. Я живу, чтоб ты прославлен был. Я пою лишь для тебя. Мое сердце превозносит твое имя. Я живу, чтоб ты прославлен был. Я пою лишь для тебя. Своей жизнью я хочу прославить лишь тебя. Лишь тебя. Лишь тебя. Лишь тебя Лишь Тебя. Аллилуйя, только Тебя, Господь, в каждом дне нашей жизни мы хотим прославлять, Иисус, потому что нет никого лучше Тебя, и прекраснее Тебя, и чудеснее Тебя. Аллилуйя. Мой Господь, нет в мире лучше Тебя. Ты мой мир и радость моя. Яркий свет на моем пути.
все смогу. Я с тобой все смогу. Все смогу. Я с тобой все смогу. Да, Господь, Я с тобой все смогу. только с тобой. Только с тобой, наш Бог, все возможно. Да, Господь. На крыльях орла ты несешь меня в твоей крепкой руке, покоюсь я так счастлив с тобой, я ликую в тебе, твоя слава на мне. Мой светильник горит, слышу голос я твой, ты приблизил к себе и наполнил собой. Мое сердце вложи ты свою мечту, знаю, веришь в меня. Я с тобой все смогу, Господь, только с тобой, Иисус. Аллилуйя, наш Бог. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты великий наш Бог, и Твое величие безгранично. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Величие царя, Святость и красота, радуйся, земля, радуйся, земля. Он сокрушает зло. Мой Бог, Творец всего, трепещут силы тьмы от голоса Его. Велик наш Бог,
всего поклонения, Господь. Все для Тебя, наш Бог. Аллилуйя, Господи, благодарим Тебя и славим Тебя. Господь, прямо сейчас в молитве мы приносим Тебе каждого человека в нашей церкви, у которого есть какая-либо болезнь, какая-либо немощь, Господи. И мы просим Тебя об исцелении, Господь. Мы просим Тебя, благослови каждого человека нашей церкви, кто сейчас здесь, кто отсутствует, Господь. Мы провозглашаем божественное здоровье, как Ты задумал, Господь, полноценное здоровье в жизнь каждого человека. Всякая болезнь именем Иисуса Христа оставь. Не имеешь никакого права, никакой власти, потому что мы принадлежим Иисусу Христу. Мы просим Тебя, Господь, благослови. Если у тебя есть какая-то болезнь, прямо сейчас проси Господа об исцелении во имя Иисуса. Господь, я прошу Тебя, пусть исцеление оно будет, пусть исцеление оно придет прямо сейчас. Запрещаю всякой боли именем Иисуса Христа и всякой болезни. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя за наше начальство и власти, Господи, светские. Просим Тебя за президента нашей страны, за правительство, Господи, также за главу нашей республики, за нашего мэра. И мы просим Тебя, Господь, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Господи, пусть у них будет мудрость, как управлять тем, что Ты им доверил, Господи. Мы просим Тебя о том, чтобы жизнь людей в нашей стране, в нашем городе, в нашей республике, она менялась к лучшему, Господь. Несмотря ни на что, на все внешние обстоятельства, на те санкции, которые есть против нашей страны, Господи, мы просим Тебя, проведи нас. Мы уповаем на Тебя, возлагаем всю нашу надежду на Тебя, Господи. Пусть наша экономика, она процветает, Господь, несмотря ни на что. Пусть она растет, пусть у людей будет зарплата, пусть будет работа, Господи, пусть будет что положить на стол. Господь, во имя Иисуса, просим Тебя об этом. Господи, мы просим Тебя также за всякую нужду, которая есть у людей. Господь, за всякие бытовые нужды. Провозглашаем всякое устройство в жизни семей, Господи. Прямо сейчас, если есть разногласия в семьях, между мужем и женой, между родителями и детьми, мы провозглашаем мир во имя Иисуса. Мы провозглашаем примирение. Господи, дай нам быть такими, как Ты. Господи, пусть люди, они смотрят на нас, и они видят Тебя, Господь, как Ты сказал. Потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой, между вами. Господь, пусть это будет реальностью в наших жизнях, в наших семьях. Господь, если где-то есть раздор, прямо сейчас я запрещаю этому, я приглашаю просто примирение и восстановление отношений во имя Иисуса. Аллилуйя, Господи. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за все церкви в нашем городе, в нашей республике, по всему Дальнему Востоку и в нашей стране. Господь, у Тебя одна церковь. У нас разные направления, может быть, разные деноминации, Господь, но Ты глава церкви. Не дай нам быть своевольными, Господи. Дай нам смотреть на Тебя, на главу церкви, на начальника и совершителя нашей веры, Господи. Аллилуйя, Господи. Мы просим Тебя за всех пасторов по всем церквям. Господи, пусть они слышат голос Твой, пусть они идут за Тобой, несмотря ни на что, пусть не боятся ничего, Господи. Господи, мы просим Тебя за всех лидеров во всех церквях. Господи, пусть это в каждой церкви будет команда, Господь, одна, единая, Господи, чтобы работали как одно целое, Господь. Ты сказал, что царство, разделившееся само в себе, не устоит, Господь. Мы провозглашаем единство в церкви во имя Иисуса. Аллилуйя, Господь. Да будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Да будет так. Еще раз я рад вас всех приветствовать. Не садитесь. Давайте мы возьмем пару минут. У нас опять произошло чудо умножения. Так много людей пришло во время прославления. И давайте мы подойдем минимум к 3 человекам. Либо вы первый раз человека видите, либо вы давно не виделись. Подойдите и скажите что-нибудь хорошее. Благословите. Благословить — это сказать благое. Современным русским языком это хорошее. Провозгласите что-то. Аллилуйя.
Я просто отсюда всем скажу. Я рад вас всех видеть. Тебя тоже рад видеть. И можно уже, пока мы ходим, детей сюда позвать. Дети, выходите вот перед сценой, вставайте. Нет, вот туда нужно смотреть. Мы будем молиться за вас. Хорошо, давайте мы благословим детей. У нас добрая традиция в церкви, мы на каждом собрании молимся за детей, говорим что-то хорошее в их жизни. Давайте мы будем делать это сейчас, сегодняшний день не исключение. Ой, что-то как-то мало. Дети, где все? Да, аллилуйя. Меньше народу, больше кислороду. Аллилуйя! Нам больше достанется на детском служении, правильно? Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка в нашей церкви, за каждого подростка в нашей церкви, кто сейчас здесь, а также за многих тех, кого нет сегодня по каким-либо причинам. И мы просим Тебя, Господь, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Пусть Твоя рука, она будет над каждым из них, Господи, уберегая их от зла, ведя их дальше по жизни, Господи. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы в эту зиму всякая болезнь, она обошла их стороной, всякая простуда. Господи, пусть это будет так. Просто будет чудо. Ни разу не будут болеть во имя Иисуса. Просто провозглашаю. Пусть будет так. Даже если зацепят какой-то вирус, пройдет просто бесследно. Во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя также за учебный процесс для всех школьников. Господи, усмотри все бытовые всякие проблемы. Кто далеко живет, как возить ребенка в школу, Господи, пусть все будет решено. Кто ходит пешком, просто благословляем, чтобы все было хорошо, все было вовремя. Господь, просим Тебя за всех учителей, которые их учат в школах. Господь, дай им мудрости, дай им понимать, что они дают не только академические знания, но они часто служат примером для наших детей, Господи. Пусть они прежде всего воспитывают из них хороших людей, Господи, во имя Иисуса. Также просим Тебя, Господь, о том, чтобы в жизнях каждого ребенка, в их семьях, Господи, был мир, спокойствие. Господи, пусть эти дети, каждый ребенок в нашей церкви, он будет благословением для своих родителей, надеждой и опорой для них в старости, Господи, во имя Иисуса. Пусть будет так. Весь Божий народ сказал. Аминь. Да, будет так. Все. Можно идти на детское служение. Аллилуйя. Слава Богу. У нас такой снегопад прошел. У нас поэтому, да, половины церкви нет. Не смогли добраться. Хорошо. У нас есть небольшая презентация. Кстати, давайте мы поблагодарим нашу группу прославления. Вот на Жанну посмотрел. Несмотря на то, что у нас было 1,5 музыканта, то есть один полноценный, а один, смотрите, рука в гипсе. Кто заметил, что человек играл с загипсованной рукой? Говорите чудеса. Представляете, что будет, если и гипс снять? Держите меня 7, да? Хорошо, у Жанны есть небольшая презентация, она хочет поделиться кое-чем, она сама расскажет. Давайте мы его поприветствуем.
Спасибо. Здравствуйте, дорогая церковь. Я как-то уже третье собрание, да, вот предыдущих 3 собрания слышу все время о преемственности, о том, что мы должны взращивать молодежь. Должны взращивать молодежь. И вот хочется все-таки поделиться тем, тем мероприятием, которое провели мы. Это Ассоциация Чукчи Республики Саха-Якутии. Мы выиграли грант на 500 тысяч. И провели вот именно в месте компактного проживания в Республике Саха-Якутии в Колымском молодежный форум. Он у нас разросся в межрегиональный. Это называется первый северо-восточный межрегиональный форум молодежи коренных малочисленных народов Севера. Поначалу была задумка провести только в одном поселке среди вот местного населения. Там всего проживают около 450 чукчей. Мы хотели для них провести. Но так как масштаб как бы у нас большой, как всегда, да, мы всегда хотим большего, и решили вовлечь всю молодежь, молодежь севера, которая проживает именно на этой территории, правильно? Потому что им жить на этой земле, им делать дела, и целью этого форума было как раз вовлечение и активизация молодежи северных народов, чтобы они почувствовали себя настоящими творцами своей жизни. Я считаю, что это у нас удалось. Вот немножко просмотрите вот такой вот ролик. Звук. В общем, в это время идет чукотская песня. Это у нас открытие нашего форума. Среди гостей были участники, это среднеколымская команда, их 6 человек, там 2 водителя. Это был один из дней, когда мы говорили на языках народов Севера. Это мастер-классы, это я все так сейчас быстренько скажу, а потом чуть-чуть поподробнее. Это видеоконференция у нас. Здесь мы избираем председателя молодежи. Вот это у нас главный молодежь. Он председатель молодежного совета Республики Саха-Якутия. Это начало последнего дня, спортивные игры. Очень так насыщенно прошло все. 3 команды Черски-Колымская. Это вот чукотская женская борьба такая своеобразная. Это последний день конкурс красоты и творчества. Вот такой красивый конкурс пошел. В общем, получилось так, что никто не верил в то, что он пройдет этот форум. Форум был запланирован пока ничего не про это, снимки не показывают. Форум был запланирован еще в прошлом году на 3-м съезде Чукчи, а когда у нас стал вопрос о проведении, как бы никто не знал, ни районной администрации, ни местной администрации. Когда у нас было ВКС, все не верили, говорили, что это невозможно в такие сроки. У нас нет ни денег, нет ни призов, нет никаких этих ресурсов. И все же у нас всегда все в последний момент. Вот нам вылетать 27-го, 26-го нам выпало, потому что 500 тысяч у нас в основном ушли на проезд, 37 тысяч в один конец, и нас было 5. На призы нам выделили 100 тысяч с Министерства внешних связей. Были очень хорошие призы, там среди них микроволновка, там 2 палатки туристические, спальные мешки, даже раки, вот такие сапоги, да, очень нужные там на севере. И потом нам тоже также выделили бензин, это на 93 тысяч, на 2 катера, то есть приезд участников с районного центра и увоз их. Это тоже просто с Божьей помощью только. И всего участников было 24 человека, 4 команды по 6 человек. Были поздравления с Чукотского автономного округа в виде записи. Поздравил глава Чукотского округа, Билибинского района.
Также в программе «Форма», вот вы увидели, там были мастер-классы, когда мастерицы передавали свое искусство, да, и обучение оленей даже был мастер-класс у нас. И самое главное, что у нас прошла видеоконференция на языках народов Севера. То есть молодежь выходила и говорили на чукотском языке, на юкагирском языке, на эвенском языке. Это вообще как бы впервые такое в Якутии, когда выступали на родных языках. Это было что-то такое необычное, потому что когда звучит родная речь, все отметили, что какая-то особая атмосфера. Также в один из дней был видеоконференц-связь с правительством нашей республики, с госсобранием, а также круглый стол с ними, где участники обсуждали проблемы. Они до этого разработали проекты, и эти проекты представили. И самое интересное, что первый заместитель правительства госсобрания Илтумен Александр Николаевич Жирков, он просто сказал в таком срочном порядке: все проекты вышлите, будем работать по этим проектам. Я бы хотела сказать, что у нас на севере очень активная молодежь, у нас очень такая, ее очень можно легко поднять. И когда происходили какие-то мероприятия, я с удовольствием за них молилась мысленно. Я представляла, что эта молодежь будет славить Бога, что эта молодежь будет двигаться, да, в христианском движении, что это будут люди, через которых Бог будет спасать людей именно на севере. И у меня такая, уже в заключение хочу сказать, чтобы мы сейчас помолились все вместе церковью за вот эту как раз молодежь креативную, активную, продвинутую, чтобы Бог двигался через них на севере, чтобы там было пробуждение, чтобы все пробуждение шло с севера, с Восточно-Сибирского моря, с Северно-Ледовитого океана. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! А мы благодарим Тебя за те ресурсы, за те средства, которые Ты вкладываешь в нас для того, чтобы Твоя рука простиралась над теми народами, которые живут на краю земли, Господь, чтобы эта молодежь, которая получила какие-то знания, которая утвердилась в том, что они представители Севера на этой земле, также открыли свои сердца для Тебя, Господь, чтобы Ты действовал через них, чтобы это были Твои воины на Севере. Мы провозглашаем там Твое Царство. Мы именем Твоим, Иисус, убираем всякую тьму и все зло, которое есть на севере, пьянство и все, что не потребно для Тебя, Господь, что Тебя раздражает, что Тебе не угодно, Господь. И прославляйся через этих людей, Господь. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. За все Тебя благодарим. Спасибо. Слава Богу. Я бы хотел сказать не просто про преемственность, да? У нас капает. Опять потеплело. Это здорово, когда верующие, когда христиане, они занимают активную гражданскую позицию. Когда они делают что-то на самом деле. Вы знаете, у нас так много людей, которые занимаются какими-то общественными делами и общественно значимыми делами. Есть люди, вы знаете, да, что у нас существует центр там Help EKT, да, поможем вместе, где перераспределяется помощь, да, одежда, еще какие-то вещи прежде всего для многодетных, но вообще для всех. Есть люди, кто, я знаю, из года в год уже покупают подарки там в детские дома, за свой счет там отправляют, благословляют. Есть много чего на самом деле, и это здорово, это замечательно. Может быть, мы как-нибудь дорастем, и у нас вообще все это будет скоординировано. Но на самом деле, хочешь изменить мир вокруг себя или хочешь, чтобы было где-то хорошо, вот начни делать рядом. Начни с себя. Изменись сам,
изменится мир вокруг тебя. Хочешь, чтобы у тебя было красиво в подъезде? Да, приберись там. Покрась скамейку во дворе, еще что-то сделай, если с малого. Если тебе Господь что-то открывает, потому что многие люди, они могут думать, ну вот здорово, вот Жанна там, не знаю, какие-то гранты правительственные, там еще что-то, вот она там куда-то поехала, а я вот как бы никто и ничего не делаю, но нужно начинать с малого. Я вас уверяю, просто вот начни делать что-то для своего соседа, для своего близкого. Вообще с семьи надо начинать. Потому что тот, кто о ближних не печется, тот что? Хуже неверного написано. Поэтому если ты, наоборот, бывает другая крайность, где-то там и для всех ты все, а для домашних ничего, то это тоже неправильно. Аминь. Хорошо. И сегодняшняя проповедь, то, о чем я бы хотел говорить, название это «Скрытое сокровище». И мы возьмем, вы все слышали эту притчу, которую говорил Иисус своим ученикам. Давайте мы прочитаем и потом дальше пойдем. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. Иисус говорит своим ученикам, он там перечисляет, на что похоже Царство Небесное, да? И здесь 44 стих он говорит, еще. Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Чтобы вы понимали, о чем мы говорим, да? Сейчас я просто хотел бы спросить, кто-нибудь когда-нибудь находил какое-нибудь сокровище? Ну, какой-нибудь клад, не знаю, может быть еще что-то. Кто-то кивает, что, серьезно? Кто-нибудь находил что-то? 100 рублей? Ну, 100 рублей не совсем клад, а кто-то потерял, ты их нашел, да? Вы знаете, мне просто рассказывали родители, получается, то ли дед родителей, то ли прадед. То есть, получается, мой какой-то прапрапрадед. Они жили в небольшой, в маленькой деревне в Иркутской области. И дед, он залез на чердак, они переезжали из деревни в деревню. Он залез на чердак, я не знаю, что они там делали, вот стропила, и было бревно, и просверленное отверстие, и там такой какой-то, ну, как небольшой мешочек, цилиндр такой был. Он его вытащил, и там было золото, порошок. Как бы и рассказывают, что он поехал в город, сдал это, ну, занес куда-то, говорят, ну, говорят, да, золото. Он говорит, ну, вы, говорит, пока посчитайте, я пойду покурю на улицу. Вышел, покурил, ему сказали, что, ну, скорее всего, обманули. Сказали, что это, но тем не менее, он купил там материала, отрез большой, то есть всем пошили там штаны, девочкам пошили платья, то есть тогда, ну, вы понимаете, и даже обувь кому-то купили. То есть жили небогато. Но я к чему? Что люди, они что-то закапывали, что-то прятали. Это всегда было, это было веками. Я думаю, что если, ну, мне не посчастливилось, я никогда никакого клада не находил, никаких сокровищ, но часто можно слышать, да, что даже в наше время находят какие-нибудь там, не знаю, сосуды, например, чаще всего, да, закопанные в земле, там, например, где-то там строительные работы, например, Москва, Питер или где-то старые дома, либо кто-то на огороде копал, выкопал сосуд и там монеты, да. Чаще всего, ну, там, серебро, медь, бывает, что попадает золото, да, кому-то. То есть это совсем древние монеты. И когда мы говорим про время, вот представьте, да, время Иисуса, когда Он ходил на земле, и Израиль, то есть Палестина, вот эта вот земля, которая лежит вот там между Египтом, все это было там Римская империя, и потом вы знаете, да, историю, то есть там то одна армия, то другая армия. И для людей это было вообще, ну, естественным состоянием. Вы представьте, да, банков нет, безналичных счетов нет. Все твое богатство, которое оно есть, да, ну, какие-то сбережения, еще что-то, это либо твой скот какой-то, да, там стада твои, это какие-то
масло, которое у тебя там есть, которое ценилось, то, что ценно для людей. Это материал какой-то, это деньги. И если происходят какие-то катаклизмы, вот часто бывало, да, например, люди понимают, что, например, вот человек куда-то далеко уезжает, с собой все не возьмешь. Потом он планирует вернуться обратно. Что он делает? Как правило, да, идет во двор, копает ямку ночью, чтобы никто не видел, закапывает, запоминает какие-то приметы. Я вернусь, я это достану. Кто-то прячет в доме где-то под полом, там еще что-то. Но часто происходило, что люди, они не могли вернуться. То есть закопать-то можно закопать, или где-то спрятать, но кто-то погибал. Могли армии пройти, и просто там человек он прятал в надежде на что-то, и угнали в рабство, и никто не вернулся. То есть вот таким вот образом, собственно, до нас вот эти клады, сокровища и доходят, да. Я помню, помните, у нас был вот Борис Кохан, епископ с Белгорода, пастор, он делился с нами здесь Словом Божьим, но когда я был у него в Белгороде, и мы разговаривали просто о жизни, он показывал мне какую-то вещь, знаете, там такая ложечка, какая-то особенная, серебряная. Она какая-то неполноценная, в смысле так, обрезана. То есть это какая-то ложечка, которая, я не знаю для каких целей, ритуальная посуда, которая использовалась евреями в каких-то вот обрядах в свое время. И это семейная реликвия, он просто рассказывал, что его бабушка, вот его семья, они жили в Белоруссии. И во время войны Великой Отечественной, то есть вы понимаете, евреи, Белоруссия была вся под оккупацией, они бежали, то есть многие погибли, и просто они спрятали вот эту посуду в доме на чердаке, то есть завернули, там были какие-то фужеры, еще что-то вот религиозное, вот то, что, вы знаете, да, для евреев, то, что используется в религиозных обрядах, это святая, да, ты не можешь ее использовать в повседневной жизни. И вот они завернули просто потому, что они бежали, и часть, как бы что-то взяли с собой, часть они спрятали на чердаке где-то. И, Белоруссия вообще, если кто, война прошлась просто, вы знаете, да, вот как, например, есть мемориальный комплекс в Белоруссии, и там просто вот так перечислено, я уж не помню, там десятки, да, обелисков стоит, и каждый обелиск это означает сожженную деревню. Это не в смысле люди погибшие, это деревни, которые фашисты, они сожгли, да. И они знали, что поселок, вот эта деревня, она тоже была разрушена. И еще этот дом, он стоял рядом с железнодорожными путями, со станцией. И станцию постоянно бомбили. И как бы надежд на то, что дом он уцелеет, было немного. И вот он просто рассказывает, что вот получается его дядя, это брат, или как, в общем, брат бабушки вот этот, да. Когда он вернулся, представляете, дом он стоял. И они нашли вот... Они развернули, достали вот это все. Дождалось, и времена были тяжелые, послевоенные, что-то продавалось. Вот просто осталась одна ложка, которая дошла потом до них. Но что я хочу сказать, это пример просто того, как вот люди, они что-то прячут. Почему? Чтобы вы понимали, о чем вообще говорит Иисус, да? Сокровище, какой-то клад, который человек нашел, да? И во времена Иисуса, да, то есть еще раз, жизнь она была гораздо суровее. В плане, если кто смотрел, да, вот вообще историю земли израильской, сколько завоевывалось, знаете, потом вот арабы, Иерусалим был разрушен. То есть представьте, какие потрясения вообще для людей. То есть ты живешь, ты что-то делаешь, тут тебя захватили, нет вообще ничего. То есть можно было остаться, без копейки к существованию, просто вот так, да. И еще раз, давайте мы тогда прочитаем тот текст, да, наш сегодняшний. Вот я даже, кстати, знаете, в Израиле до сих пор, вот если приехать в Израиль, в Иерусалим, все знают вот эту вот стена плача, да, которая называется, она часто на картинках, и вот люди подходят, и они записочки пишут, да, и вот что-то в стену туда вставляют, во все в эти щели. Эта стена, это основание, да, вот этой вот горы, на которой стоял храм. Это не стена храма. Это вот просто там гора, она, холм такой. И чтобы просто не обрушалась, вот с этой стороны, да, была построена стена. Но это вот единственное, что осталось от того времени.
вот от храма Соломона, который был разрушен, там и так далее. Но интересная вещь, что вот во времена Иисуса, вы понимаете, это было 2000 лет назад, да? Это 2000 это очень много. В том смысле, что вот если подойти к стене, там, знаете, есть такие окошечки рядом с этим, и туда смотреть, и там метров 20 или 30 видно вниз. Ну, может, минимум 10 метров или там 15. То есть это приблизительно тот уровень, вот, откапывали, где находилась вот эта стена во времена Иисуса. И то есть вот то, что потом последующие, то есть века, Иерусалим был разрушен, земля там сверху строили, еще что-то. Поэтому, ну, когда вам говорят, что вот там, например, есть вот это вот Виа Долороса, да, или вот там католики называют, что вот по этой дороге Иисус, он там нес крест, ну, как бы, вот если смотреть туда, вот оно где-то там, ну, шансов, что вот он именно на этот камень наступал, немного, как бы, да, но легенды красивые, то есть строят больше для того, чтобы кто-нибудь там денежку, положить денежку, да, чтобы потом вернуться, или еще что-то в этом роде. Но город, он до сих пор полон черных копателей, так называемых, да. Есть люди, которые до сих пор ищут какие-то сокровища, клады там, потому что история города, она... И периодически кто-то что-то находит. Ну, несколько, там, я не знаю, может быть, ну, в наше время, вот в 21 веке. Просто двое работников, которые возделывали огород, они нашли 2 кувшина. Они их спрятали, ну, уныкали, как бы, да. Но язык за зубами держать не могли. Как бы, да, то есть они их спрятали, там же перепрятали, потому что их как бы забирали. Язык за зубами держать не могли, таким образом их нашли. Это были 2 кувшина, откуда извлекли потом 8000 золотых монет. Я не знаю, там какой век, кто там чеканил их, когда это было, но само по себе, да. Вот. То есть это до сих пор еще реальность. Давайте мы еще раз место прочитаем, да. Матфея 13 глава, 44 стих. Еще. Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Я хочу, чтобы мы понимали вот ясность, что происходит. Человек нашел клад, сокровище на чужом поле. Вполне возможно, вот такой же работник, как я вот пример приводил, он там грядки копал, и он находит клад. Если он его возьмет, то это воровство. Потому что клад этот, он на чужом поле, он ему не принадлежит. Но он его нашел, он его увидел, обратно его земли присыпал и полон радости. И он что делает? Он идет и продает все, что у него есть, и покупает это поле. И когда он купил это поле, теперь это его земля, она принадлежит ему. И таким образом клад этот, который находится в этом поле, он его по праву, по полноценному, да? Он принадлежит теперь ему. И Иисус, он нам говорит, он сравнивает Царство Небесное, да, что вот, как вот ты нашел, ты увидел какую-то драгоценность, клад. И все, что у тебя есть, ты продаешь и покупаешь это поле, да, для того, чтобы получить это. Но интересная вещь, что Иисус, он часто говорит, и когда он приводит какие-то примеры, и когда он говорит какие-то притчи, он говорит про деньги, либо про имущество, про какое-то, про какие-то вот такие отношения. Да? Я не знаю, я сам не считал, но посмотрел в умных книжках, кто-то из богословов считал, говорят, что 15% вот всех текстов, всего того, о чем учил Иисус, оно посвящено деньгам, каким-то денежным отношениям, еще чему-то. Еще такая цифра. Всего было 38 притчей, которые Иисус, он учил своим ученикам, которые записаны у нас в Библии. Да? 16 из них, то есть практически половина почти, она касается денег, касается имущества, еще чего-то. Это много. То есть Иисус, он учил о деньгах,
Ну или не совсем о деньгах, как здесь, например, да, он приводит деньги, но на самом-то деле он говорит, что Царство Небесное, оно подобно. И вот он приводит пример, деньги, да. Но те фразы, те места Писания, которые вот говорил Иисус, которые касаются денег, это больше, чем о всех других предметах, знаете, чем о небесах, и об аде, и еще о чем-то вместе взятых. Вот это вот отдельная тема. Интересно, почему так? Почему такой перекос, если можно так сказать, да, в сторону денег, отношений? Никто не задумывался. У меня есть как бы пару мыслей на эту тему. И прежде всего, нам нужны деньги. Человек без денег никуда. И когда ты приводишь пример, как вот в этом случае, когда Иисус, Он говорил, и Он приводит пример, и вот когда говоришь там про какие-то высокие вещи, там морали, вот Царствие Небесное, оно там достижимое, недостижимое, может быть не очень понятно людям. Но когда начинаешь про деньги говорить, сразу все понятно. Почему? Потому что это то, ради чего человек часто, да, он, ну не хочется сказать, всю жизнь отдает, да, но треть жизни, если мы просто ходим на работу, вы понимаете, что 8-часовой рабочий день это появился именно в нашей стране, ну не в нашей стране, наши предки, да, именно те самые коммунисты, которые никогда нигде не было 8-часового рабочего дня. Суббота, воскресенье, чтобы были выходные. Вы шутите, что ли? То есть вы понимаете, да, капитализм или как там раньше, там, феодальные отношения. Работаешь, получишь, не работаешь, свободен. Как бы, поэтому люди работали часто. Евреи, да, у них был один день, который они посвящали Господу. Все остальные народы, они там стенали, как бы не особо было с этим. Поэтому деньги, они нужны людям. Деньги это такая важная часть. Многие люди, они, не знаю, в прямом смысле жизнь свою ложат. Поэтому, знаете, я думаю, что поэтому Иисус, Он часто говорил об этом и приводил в пример именно денежные отношения. Хочешь задеть человека за живое, чтобы он дошел, коснись его кошелька. Говори про то, что чему он жизнь свою кладет. Он на работе пашет, там, например, если раньше, например, ну пусть по 9, по 10 часов работали. Кто-то работал по 12 часов. Полдня, полжизни ты работаешь для того, чтобы заработать. И тебе платят какую-то копеечку. Сразу понятно становится, да? То есть социальных пособий не было, вы помните. Государства никакие там по уходу за ребенком и так далее, ничего такого не было. Вы понимаете, да? Поэтому, почему, что написано, истинное благочестие, это презирать в смысле не в смысле пренебрегать, сверху вниз смотреть, а заботиться, да, о сиротах и о вдовах. Почему? Потому что женщина без мужа в то время, это считай все. Физический труд, это сейчас как бы можно быть, я не знаю, там, сильной независимой блогершей и зарабатывать не меньше мужчины, да? Но в то время, как правило, это приговор. И то же самое для сирот. Государство, оно не заботилось, да? Как могли кто-то, если люди были сердобольные, кто-то, они помогали, но, то есть это приговор был. Поэтому очевидная вещь, да, почему часто Иисус, Он говорит, потому что люди это сразу понимали. Про какие-то другие вещи ты можешь не понимать, когда речь заходит про деньги, все было понятно. Но помимо этого, то есть представьте, деньги и вообще вот то, что трудится, это, наверное, самое ценное, что есть у человека вот как бы в физическом мире, да, ну, такое материальное имеется в виду. Мы не касаемся человеческих отношений, там еще что-то, каких-то высоких материй, но это такой эквивалент, который ты можешь поменять на все, что угодно, на любые блага, да. И есть фундаментальная связь между тем, как ты обращаешься со своими деньгами и твоей духовной жизнью. Почему? Да потому что это самое ценное, что у человека есть. И то, как ты с ними поступаешь, как ты с ними обращаешься, ну, как бы,
Как Иисус говорил, где твое богатство, там твое и сердце. Да? Смотрите, помните, был такой Иоанн Креститель перед Иисусом, который пришел, провозглашал, и он крестил. И люди к нему приходили, они искали Бога, они хотели угодить Богу. Давайте мы посмотрим. Евангелие от Луки, 3 глава. 10-11 стих. Толпа народу приходит к Иоанну, крестителю, и спрашивает его, да, 10 стих. И спрашивал его народ, что же нам делать? В том смысле, чтобы угодить Богу. Что вот мы крестимся, и что нам делать, и как нам жить. И он сказал им в ответ, у кого 2 одежды, тот дай нищему. И у кого есть пища, делай тоже. Не какие-то там духовные вещи, да, вот как нам угодить Богу. Вот у тебя есть что-то, и ты видишь, что твой ближний, он в чем-то нуждается. Не будь безучастным, да? У тебя есть 2 рубашки. Ну, это те времена были, и кто-то ходил без одежды. Сейчас у нас, в принципе, слава Богу, благосостояние, но все равно рубашку уж или, ну, что накинуть, есть у всех. Если бы не было, мы бы в Якутии точно не выжили бы все равно. Дальше, 12-13 стих, смотрите. Пришли и мытари креститься, и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. Мытари это кто? Это сборщики налогов, да? Сборщики податей. Помните, мы как-то разговаривали, мы говорили про Матвея, который был мытарем, тот самый, который потом написал Евангелие от Матвея, который пришел к Иисусу. И чем они были знамениты? Тем, что они обдирали народ. То есть помимо того, что они были римские уполномоченные, собирали подать налоги для Рима. Но помимо этого, понимаете, они имели конечную, они вот могут тебе сказать, что, а мне кажется, что ты платишь мало. В смысле, это все, что ты принес? Я слышал, у тебя там корова отелилась, и не одна там, а у тебя там приплод, а ты вообще ничего как бы не это, а с каждого ты должен принести. И они обдирали народ, поэтому люди их не любили и ненавидели именно за это. И они пришли креститься к Иоанну, и он им говорит, берите только то, что вы обязаны брать по работе. Не надо людей обдирать. И тем самым вы угодите Богу, да? По совести поступайте. Здесь суть в этом. То есть, если перенести вообще на наши отношения, на бизнес сейчас, на взаимоотношения там, предприятий и граждан, не надо обманывать. Даже если ты понимаешь, что это сойдет тебе с рук, как вот у них, не надо обдирать. Бери то, что ты должен, и все. Дальше внимательно, смотрите. 14 стих. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием. Даже не знаю, ну вот момент такой. Воины это солдаты, это военные. Солдаты в это время это кто? Это римские солдаты. Это оккупационные войска. Ну, можно так сказать, которые стоят. И они пришли креститься, они спрашивают, нам что делать? Он им не говорит ничего, да? Что поднимите восстание против Цезаря. Еще какие-то вещи. Он говорит, что поступайте по своим должностным обязанностям. Да? Он что говорит, что не мародерьте. Он говорит, довольствуйтесь своим жалованием. Вот вам деньги платят за это, не надо население грабить. Потому что они как солдаты, они могут это сделать, да? Никого не обижайте, написано, он говорит, да? Не клевещите, потому что они как власть имеющие могут любой там донос, человека закрыли, посадили в яму, имущество себе забрали и так далее. Никого не обижайте, ни на кого не клевещите и своим жалованием довольствуйтесь. Духовная вещь в любой работе – это не жаловаться там, я мало получаю, вот я здесь стяну, я там стяну, я там что-то это сделаю.
Не воруй у людей. Не обманывай никого. Но обратите внимание, люди приходят к Иоанну Крестителю, и они спрашивают у него совета, как нам угодить Бога, что нам делать. Мы вот крестимся. И он им дает советы, как поступать со своими деньгами, как, ну, какие-то вот такие у нас все равно денежные, имущественные отношения. Все к этому сводится. Это сподвигает меня, знаете, на такую смелость сказать, что то, как ты поступаешь со своими деньгами, то, как ты обращаешься с тем, что у тебя есть, это такой барометр твоей духовной жизни. Насколько близко ты к Богу. И кто-то может сказать, да не, ну как там. Но ты можешь пол проломить от того, что ты будешь ломиться и лбом стучаться. Весь такой, ну, условно, да, весь духовный. Но если ближний к тебе рядом, ты его не замечаешь, и ты его обворовываешь, или не выказываешь никакой, что толку от твоей веры? Вы понимаете, да? И возвращаемся к нашему тексту. Иисус здесь говорит притчу о человеке, который нашел клад, нашел сокровище в поле. Какое сокровище? Что? Ну, скорее всего, то есть кто что представляет, да, у человека, у каждого у нас свой воображатель богатый. И когда мы говорим, да, вот, знаете, чем хорошо книжки читать? Когда ты читаешь, каждый представляет себе что-то. Вот, там идет описание, например, там, что вот, там, принцесса была красива. И каждый представляет себе, да, вот, как она красива. Потому что, ну, там, что-то где-то описано, потому что когда ты смотришь кинофильм, там уже ничего не представишь, тебе уже все показали. Но здесь ты включаешь воображение, и у тебя полет фантазии. Мы не знаем, да, какое сокровище, но суть в том, что что-то очень ценное, что он так обрадовался, да, что он готов продать все, что у него есть. Может быть, у него там не так много было, может быть, это настолько ценное. Продал дом, продал вообще все для того, чтобы купить это поле, и для того, чтобы это сокровище, оно стало его, да. Итак, какое сокровище? В чем сокровище? В чем клад этот? Вы знаете, Иисус, Он говорит здесь о двух типах сокровищ, которые вообще могут быть у человека. Прежде всего, то есть за которое ты готов отдать все, что у тебя есть. И прежде всего это то сокровище, которое земное, что есть в нашей жизни, да, вот, ну, физическое. Давайте мы посмотрим Матфея 6 глава, 19 стих. Иисус здесь говорит следующее. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Я хочу коснуться просто, вот есть такие сокровища земные, да, здесь у нас. Раньше кто-то может сказать, ну, люди же, устройство государства было другое, банков не было финансовой системы. Ну, она была, но не такая, да, в электронном виде не существовала. Раньше там могли украсть, воры прийти, если у тебя какой-то материал там запасен, его могла моль съесть, еще что-то. А сейчас я могу деньги хранить в банке, и как бы, ну, все нормально будет. Но, слушай, не обманывайся. Война настала, рубль обвалился, еще что-то произошло, у тебя деньги в акциях были, все рухнуло, все так же может испариться. Суть в том, что способы, они поменялись, да? Какие-то накопления, там еще чего-то. Но суть, она не поменялась. Наши физические богатства, которые здесь есть, на раз можно потерять. Казалось бы, все стабильно, все хорошо. То пандемия, то война, то еще что-то, и как бы неизвестно, что будет. Но я хочу сделать такую здесь ремарку, что под этого нет ничего плохого быть состоятельным, быть богатым.
Нет ничего плохого в том, чтобы у тебя деньги были в банке. Не в стеклянной, в смысле закопанной, а в том банке. Да? Если ты инвестируешь куда-то, нет ничего плохого. Бог нигде не осуждает богатых людей, не ставит им само по себе то, что они состоятельны, это им в вину. Более того, если посмотреть на многих героев веры, да, тех людей, которых Бог Он поддерживал, они были очень состоятельные. Взять того же Соломона, самый богатый человек на земле в то время. Сколько про него всего, да? Но есть маленькая ремарка. Вопрос заключается не в том, да, обладаешь ли ты деньгами, а в том, обладают ли деньги тобой. Вот те деньги, которые у тебя есть, это твое сокровище. Знаете, приходит на ум сразу вот этот персонаж из кинофильма про кольца, как называлось? «Властелин колец». Я фильм не смотрел моментами, и там такой был голый Голум, или как его звали, такой лысый чувак, который там «моя прелесть». Вот те деньги, которые у тебя есть, вот это твоя прелесть. То есть как бы еще один, знаете, как в мультиках обычно так рисуют, когда там в глазах такие круги вот так, то есть как зомбированный. Копеечку увидел и уже все. Готов по головам идти, затоптать кого там это. Моя прелесть. Вот суть в этом. Обладают ли деньги тобой? Как написано, что все мне дозволено и все полезно, но не все полезно, да? Ничто не должно обладать мною. И если мы, как бы, знаете, люди могут часто, ой, там это не ешь, то не ешь, вот это вот, там это вот, как бы прямо такие вот все фарисеи. Я не хочу даже в это лезть, в смысле, там, ну, про еду, вообще там кровяная колбаса и так далее. И вот они там могут, вот это тебе нельзя, вот то вот тебе нельзя. А с деньгами, когда доходит, итак, Иисус также еще рассказывал такую притчу, Евангелие от Луки, 12 глава, про богатого человека. 12 глава, с 16 по 20 стих. Давайте мы прочитаем. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает... Ой, это я вперед полез. Это мы потом прочитаем. Он здесь о чем говорит, что вот проблема с этим богатым человеком, она была не в том, что он был мудрый, и он говорил, что не девать некуда, урожай собрал, и все мои зернохранилища, все мои амбары, они слишком маленькие. Мне девать некуда, чтобы запастись. Это снесу, построю еще больше. Здесь с этим все нормально пока. Проблемы начинаются с тем, когда он говорит, вот сейчас у меня, я обеспечен до конца жизни. Вообще все нормально. Можно не париться. Все будет хорошо. И Бог ему говорит, безумный ты, не знаешь, война начнется, не просто там специальная военная операция, а если она в полноценную перерастет, и к тебе сюда придут враги. И снесут все, что будет с тобой, что будет с твоими накоплениями. Думаешь, это невозможно? Я уже, знаете, оборачиваясь на 3 последних года, вот вообще ничего не могу гарантировать.
Я думаю, люди многие, знаете, они испытывают шок, потрясение такое, да? Что происходит вообще, что произошло. Итак, вот этот богатый человек, проблема была в том, что он много думал про богатство, как запасти, как сделать, и все полагался на него. Но то, о чем он не думал, это про Бога. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь деньги, еще раз. Но если они начинают давлеть над тобой, если они вообще, можно так сказать, вот стоит вопрос, получить прибыль дополнительную, или там денег заиметь, но при этом ты кому-то на горло наступишь. Или можно как бы, обойтись без этого, но тогда ты потеряешь. Если ты выбираешь первое, вот что-то, наверное, не так с твоими приоритетами. И то, что я начал читать, 21 стих, то есть Иисус, Он заканчивает эту притчу следующими словами. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Этот богатый человек, он принадлежал своим деньгам, но не принадлежал Богу. Итак, Иисус, Он говорил про земные сокровища, Он говорил, что есть такие. Но затем Он сравнивает вот это земное сокровище, которое всем понятно для человека. То, для чего мы работаем, то, для чего мы живем, мы зарабатываем, мы копим это. И Он сравнивает это земное сокровище с небесным сокровищем. Да? Матфея 6 глава, 20 стих. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Внимание! Здесь нет призыва к тому, чтобы мы бросили все, не заботились о том, о чем нам есть, как нам пить, и вот мы ходим блаженные, мы копим себе сокровища на небе. Нет. Земную жизнь никто не отменял, это нужно делать, но приоритеты какие у тебя должны быть? И что ты должен делать, на что смотреть? В Бога богатеть, да? Как я могу складировать богатство свое на небе? Вопрос возникает. Каким образом? Что это значит? То есть здесь мне оно нужно, да? То есть каждый из нас, он прилагает усилия для того, чтобы заработать деньги. Кто-то больше старается, кто-то меньше, для кого-то приоритет, для кого-то не приоритет. Но здесь говорится о том, что не меньшие, а даже большие усилия ты должен прилагать для того, чтобы угодить Богу, чтобы служить Ему. Если ты слышишь голос внутри себя, благословить кого-то, сделать что-то. Вот, например, те люди, кто, мы говорили про социальные служения, которые у нас есть, это напрямую зависит от того, что ты отдаешь то, что у тебя есть. Если ты покупаешь подарки в детский дом, но это не означает, что твои дети должны голодать. Да? Итак, что же это означает вообще? Складировать богатство на небесах. Вы знаете, что я часто привожу этот пример, когда мы не так часто говорим про пожертвования, про какие-то вещи, но относительно других каких-то вещей, когда человек, он приходит ко Христу, когда он принимает водное крещение. И вы часто от меня это слышали, что я говорю, что когда человек, он называет Иисуса Христа своим Господом, что это означает? Что значит слово «Господь»? Слово означает «господин». И во многих переводах, в других, оно так везде и пишется, вот просто как-то, вот синодальный перевод, хороший перевод,
Но вот это слово Господь, и вот как бы больше мы никого не называем, а вот Господь. Это господин. Что это означает? Рабовладельческий строй. Или там феодальный строй, где существует рабство. Господином или Господом называли владельца рабов. Когда ты кого-то называешь, это означает, что ты раб. Да, вот раб Божий пошло, и вот все вот это. То есть как, вот у тебя есть, как у людей был господин, и у тебя теперь есть господин. И помните, что я также постоянно говорю, характерная черта отличия раба. У него не было ничего своего. У него не было ни своих вещей, ни своего дома. Более того, дети, которые рождались в браке, например, и они также принадлежали господину. Ничего, даже дети, которые у тебя. И когда мы признаем Иисуса Христа своим господином, своим Господом, это то, что происходит с нашей жизнью, должно происходить. Все, что у меня есть, это не мое, это Богу принадлежит. Раб, он мог жить в доме господина своего, пользоваться всем, что у него есть. Но он не владеет этим. Он мог пойти на рынок, потратить деньги. Но это не его деньги, это деньги господина. Кто-то выслуживался, его ставили распорядителем, например, над всем хозяйством, да, там в доме. Как вот Иосиф был. Или там потом дальше поднимался вообще в государстве. Но у нас должно быть такое отношение вообще ко всему. Вот все, что мне... Я думаю, что это здравое отношение. Все, что у меня есть в жизни, это не мое, мне Бог это дал. Он меня поставил как доброго распорядителя. Бог дал тебе детей, это не твои дети. Но Он с тебя спросит, как ты с ними обращаешься. Что ты с ними делаешь. Как ты их воспитываешь. Потому что Он поставил тебя ответственным за них, но они не твои. И если ты хороший раб, ты будешь родить за них, да? Или если то же самое касается денег. Вот ты идешь и ты тратишь не твои деньги, Божьи деньги. И как ты их тратишь, Он с тебя спросит потом. И я никого не хочу вогнать в какой-то там ужас ужасный. Но то, что я хочу показать, это про отношения в сердце. Мне ничего на этой земле не принадлежит. Все принадлежит моему Богу. И Он поставил меня как распорядителя. И поэтому, как я трачу свои деньги? Чьи деньги я трачу? Божьи. И это означает, когда мы исповедуем Иисуса Христа Господом, да, говорит, что я принадлежу Тебе, Господь. Если я принадлежу Тебе, то у нас получается, Господь, я принадлежу Тебе. Но деньги мои принадлежат мне. Мое имущество принадлежит, я принадлежу Тебе. Да. Вот он, я, возьми меня. А там не трожь, не. Понимаете, да, абсурдность. Но не бывает так. Давайте мы сейчас вот представим. Я хочу, чтобы вы воображатели включили. И вот представьте, помните, если кто-то смотрел фильм «Матрица», и там такой момент, который везде обыгрывают, когда главному герою протягивают две руки, и там красненькая таблеточка и синенькая таблеточка, да, и нужно выбрать, и от этого будет зависеть решение. Вот сейчас представьте, ситуация, две двери, то есть вы попали в какой-то духовный мир. Одна дверь красная, другая синяя. На синей двери написано: войдешь сюда, можешь исправить все ошибки, которые ты допустил в жизни. Любую ситуацию можешь исправить. На другой двери, на красной, маленькая короткая надпись: 100 миллионов рублей наличкой. Пусть, я допускаю, например, есть, скорее всего, какие-то ситуации, которые связаны с отношениями, с людьми, и человек, он захочет, может быть, что-то исправить. Если что-то вот прямо такое произошло, и он выберет
вот эту дверь, чтобы пойти и исправить ошибки. Но если такого особо ничего нет, ну, все остальное за деньги можно как бы, все, что не касается отношений, можно купить, да, можно исправить, можно сделать. И сейчас я хочу, чтобы вы представили, что вы выбрали эту дверь. 100 миллионов. 100 миллионов рублей. И представьте, да, вот, вы представьте, вы, что вы сидите? Представьте, 100 миллионов рублей. Вот у вас, как бы вы выбираете, у вас есть наличкой. Что бы вы с ними сделали? Ну, да. Но прежде, я вам скажу, государство до вас доберется быстрее даже. Потому что 13%, насколько я понимаю, минимум с вас. То есть это 13 миллионов, ну, как бы надо в виде налогов отдать государству сначала. Хорошо. Там, ну, 13 миллионов государство заберет в виде налогов, 10 миллионов десятина в церковь. На 10 миллионов мы можем нормально закончить ремонт. Вот вы знаете, что-то как-то... Не, ну, а что вы смеетесь? Мы, может быть, бы вот не стали бы оставлять потолок таким. Если кто-то был вот в церкви «Благая весть», город Москва, у Рика Реннера, никто не был? Не это, я вот как-то побывал. А кто был вот в «Слово жизни» Москва? Были, да? Вот «Слово жизни» — это такая скупая скандинавщина. Потому что пастор Мацула, он с Норвегии, такой, знаете, вот Икея. Вот как бы, да, такое все. Когда ты попадаешь в американскую церковь, в смысле, вот это «Благая весть», ну, теперь она не американская, имеется в виду, он теперь гражданин России, вы знаете, да, он принял российское гражданство, пытается отказаться от американского, но там все, ковровое покрытие, ты наступаешь, и ты понимаешь, что ты утопаешь в нем, там, если где-то в кабинетах. Красное дерево, какие-то вот позолоченные, ну не позолоченные, это бронза, наверное, но все выглядит, так знаете, так вот. То есть, ну, чтобы челюсть выпала у тебя. То есть совершенно, ну, другой подход. Это вот как вот, если кто-то бывал в Америке, например, в больших церквях, вот они любят такое вот, такая вот. Все. Ну, я к тому, что немножко отвлеклись. Если бы у нас, например, были деньги. Вот просто я знаю, чтобы купить, вот, например, вот звук нормальный, чтобы там это, ну, нам надо 3 миллиона на звук. Это мы еще про свет не говорим. И так далее. Ну, то есть вы понимаете, то есть, может, конечно, это хорошие деньги, но, ну да, если все как бы по 100 получат, то, ну хорошо, я сейчас не про это. Налоги, десятина там, отдали 10 миллионов. Детям, наверное, надо тоже что-то дать, да? Как вы считаете, если у кого есть там, кто, ну как-то надо им там, ну, чтобы сильно не баловать, да, там, не знаю, ну, 1500, кто по миллиону, кто там в зависимости от чего-то, да, там, ну, отдали. Ну, может быть, какие-то расходы, может, кто-то машину купит новую, кто-то яхту купит, лодку там, не знаю, что-то еще. Но, в принципе, все равно еще остается нормально, да? Согласитесь? Нормально или ненормально, или вы уже все, короче, не хватило? Дали 100 миллионов, а там не хватает. Итак, дальше представляете, вы представили, хорошо представили? Вот теперь они не существуют. Нету этого. Но есть что? Знаете, значение имеет не то, что бы ты делал, если бы у тебя было какое-то несметное богатство. Вот у меня будет, и я буду делать то-то и то-то и то-то. Но значение имеет то, что ты делаешь с тем, что есть у тебя сейчас. Вот те вот сотни и те тысячи рублей, которые у тебя есть. Потому что я тебе скажу, если ты, вот как ты сейчас поступаешь с этими деньгами, скорее всего, ты точно так же будешь поступать, когда у тебя будут большие деньги. Вот на 99% я вам точно скажу. Если человек, он не платит десятину со 100 рублей, когда у него будет 10 миллионов, он никогда миллион не отдаст. Он только думает, ну как бы, вот что там, сотня мне она и сейчас нужна, а вот как бы если бы там было бы 10, ну как бы один-то я могу отдать. Разницы никакой, просто пропорции. Поэтому вот то, как ты сейчас поступаешь, вот это и имеет значение. Все, воображатели можно выключать.
Как ты используешь Божьи деньги, которые Он доверил тебе, которые есть у тебя на твоих счетах банковских, которые есть у тебя на карточку, если приходят, наличка, которая у тебя есть. Кто скажет, ну, что там насчет этого сокровища, которое человек нашел на поле? Давайте мы еще раз вместо этого прочитаем. Матфея 13 глава 44 стих. Внимание. Еще. Подобно, он говорит про Царство Небесное вообще. Вот Царство Небесное, оно подобно сокровищу, скрытому на поле, которое было зарыто на поле, которое, найдя человек, утаил, чтобы никто его не увидел. И от радости он радуется об этом сокровище. Идет и продает все, что имеет, и покупает его. Царство Небесное, как вот это сокровище. Какое еще Царство Небесное? Что это означает? Это означает спасение, да? Это обетование на прощение от Бога. Это обетование на вечную жизнь с Ним на небесах. Вот это вот подразумевается Царство Небесное. Если вот представить, да, как ты стоишь на берегу реки, и вот представь, что вот Царство Небесное, оно там, на той стороне реки, а ты стоишь здесь. Что ты готов отдать для того, чтобы переправиться на ту сторону? Вот ты знаешь, вот оно, Божье прощение, вот оно спасение, вот оно вечная жизнь. Что ты готов отдать, чтобы заплатить за то, чтобы тебя перевезли туда? Забавный такой случай, ну, я не знаю, сейчас существует или нет. Вот у нас есть платные дороги в стране сейчас, но вот насчет мостов, вот говорят, если построят, Господь пусть благословит, у нас когда-то будет мост через Лену, он тоже будет платный. Если кто-то ездил по платным мостам, то или по платным дорогам, ты подъезжаешь, стоит будочка, ну, по трассе, если ты едешь по платной дороге, тебе дают, ты платишь за тот километраж, который ты проехал. Ты сначала берешь талончик, где ты въехал, потом в то место, где ты выезжаешь, они смотрят, сколько ты проехал, ты за этот промежуток платишь. Но если через мост, как правило, это просто одно место, ты сразу заплатил какой-то тариф, и ты проехал. И случай забавный в том, что один из мостов в Америке, платный мост, через который можно проехать. И, ну, это было давно, то есть 90-е годы. Раньше не было таких вот как бы автоматических, знаете, карточку нельзя было приложить, оплатить. Я не знаю, как это сейчас, но физически сидел человек в будочке, и ему, ну, можно было расплатиться, и как бы ты заплатил, поехал, заплатил, поехал. И один человек, он пишет, он работал в этой будке, и он говорит, что часто, ну, периодически происходили такие ситуации, когда человек, он подъезжает, вот ты подъехал, шлагбаум перед тобой, и представьте, за тобой уже толпа машин, мост. Деваться особо некуда, и денег нет. И люди, они часто отдавали что-то, ну как в залог, что-то ценное. Можно было отдать, он говорит, я, говорит, брал все, что превышало, ну там плата, например, $1 стоит. Все, что превышает, вот, например, там $1 по тем временам, он мог взять, и человек потом приезжал, выкупал, так скажем, отдавал $1. Например, если человек, он, ну, понимаете, на следующий день он едет по тому же маршруту, опять, например, раз, заплатил, забрал. И говорит, оставляли все, что угодно. Кто там масло оставлял, какой-нибудь там литр, например, у него там на доливку автомобильная. Оставляли тогда компакт-кассеты были, ну, например, там CD, диски потом пошли. Говорит, один дедушка, говорит, челюсть вытащил и оставил. На следующий день приехал и выкупил ее. Ну, то есть, когда человек, он, понятно, что за зубами он вернется, да? Говорит, был такой случай, богатая особа, она, говорит, оставила кольцо с бриллиантом. Я, говорит, его потом за 8 тысяч сдал и никогда за ним не вернулась. Просто оставила и проехала. Ну, то есть, что произошло? Но суть в чем, что я пытаюсь сказать? Что ты готов заплатить для того, чтобы перебраться на ту сторону? Чтобы достичь Царства Небесного? Я могу тебе сказать, что это будет для тебя стоить. Это будет стоить тебе всего, что ты имеешь. Что я имею в виду? Я сейчас поясню. Что
Что ты можешь дать Богу, чего у него нет? Ты можешь дать ему денег? Все ему принадлежит, да? Какие-то, ну, имущество какое-то, которое у тебя есть, ты можешь что-то ему дать, чего он там не имеет? Смешно даже, да? Бог всемогущий, там вот все поля, луга, все его. Что ты можешь дать ему? Ему ничего не надо. Ему все стада принадлежат, все луга, все поля, все горы. Не нужны ему твои вещи. Так чего же он хочет? Он хочет тебя. Всего полностью. Почему? А потому что он за тебя отдал своего сына. Не пожалел его и заплатил за тебя. И поэтому он хочет, чтобы ты целиком принадлежал ему. Аминь. Давайте помолимся, потому что я закончил. Господь, Господи, дай нам мудрости разуметь то, что Ты говоришь в Своем Слове, те примеры, которые Ты приводишь, Господи. Дай нам понимать истинную ценность Твоему Царству, того, что Ты делаешь. И направляй нас, Господи. Я прошу Тебя, Господь. Благослови каждого во имя Иисуса. И если я что-то принес человеческое, Господи, пусть упадет, умрет и не принесет никакого плода. Но всякое слово от Тебя пусть не вернется тщетным, Господи. Пусть будет плод в жизни людей во имя Иисуса. Вся слава да будет Тебе. Аминь. И слушайте, вот поверите, не специально. Я не планировал, мы забыли про пожертвование, я на ведра посмотрел. Не в том смысле, что я вот сейчас как-то выжимал там кого-то, да. Мы будем давать сейчас, у нас, знаете, если вы первый раз в церкви. Нет, так бывает делать. Во многих церквях вообще пожертвование всегда в конце слова идет. Ну, я не знаю, мы тоже раньше так делали, как-то не столь, наверное, важно. И я просто никогда, ну, лично сам, стараюсь, то есть искренне вот, не допускать. Мы не имеем права манипулировать людьми, знаете, потому что можно заманипулировать, куда-то там подвести, и вот там, знаете, на совесть надавить, что дай, иначе нет. Вот вообще у нас полная свобода в этом плане. Вы знаете, зачем, почему мы это делаем. Если вы первый раз в церкви, вообще не переживайте и не делайте ничего такого, что вы не понимаете, зачем и почему. Хорошо? Все, пусть Господь благословит каждого. Кто дает, также можно сделать пожертвование онлайн, вы знаете, да? И сейчас у нас еще будет небольшое объявление, и я еще хотел сказать, вы заметили, что мы потихонечку начинаем продолжать ремонт? У нас там вот гардеробную мы занялись, и почему вот там она перекрыта? Потому что вчера вот там мы сделали вот трубы, их покрасили, и просто чтобы все устоялось, да, ну нужно, чтобы прошло время. У нас будут плечики, мы будем там переодеваться, и мы дальше продолжаем. Вот, все-таки мы решили, чтобы у нас хоть где-то до конца было что-то сделано, решили сделать все-таки фойе и гардероб хотя бы. Как говорят, театр начинается с вешалки. Не последняя вещь в церкви в том числе, да. У нас не театр, но гардероб нам тоже нужен. И чтобы просто у нас зал не закончен до конца, и там не закончено до конца, чтобы хоть где-то вот что-то закончить, все-таки мы решили там добить. Вот, может быть, мы даже там столы поставим, и у нас будет там как-то все празднично. Аминь. Все. Я сейчас помолюсь коротко. Господь, благодарю Тебя за каждого человека, который когда-либо вообще давал в нашей церкви. Хоть 1 рубль, Господь, я прошу Тебя, благослови каждого. Просто пусть будет всегда достаток в домах, в семьях, Господи. Пусть будет мудрость, как распоряжаться деньгами. Пусть ни в чем не будет нужды, Господь. Пусть будут богаты на всякое доброе дело. Более того, Господь, я провозглашаю больше благословений, не только в физической сфере, но в духовной также, Господи. Пусть будут тесные отношения с Тобой, пусть будет мир в семьях, в доме. Вся слава да будет Тебе, Господи, в жизнях людей. Аминь. Хорошо, и у Марии есть объявление, да, ну или там отчет. Здравствуйте, еженедельный наш отчет. В общем,
очень сложно, знаете, я с какой сложностью столкнулась, да, но она не сложность, конечно, просто больше времени занимает. Это мы сейчас собираем сбор средств, делаем на подарки детям, да, и мы решили на себя такую миссию взять, охватить наш округ строительный, да, это вот, ну вот вокруг нашей церкви, чтобы была пешая доступность для детей, которые находятся в этом районе. И если обращаться в детский дом, там взял списки, возраста и как бы купил подарки, и вот тебе готово. А когда идет адресная помощь, это я обработала 29 номеров, и из них всего дозвонилась, ну, переговорила с 10 людьми, да, с мамами, получается. И можно следующий, да, то есть, представляете, 30 почти человек, и из них всего лишь там, да, 12 родителей, и я нашла пока 25 детей. Вот, цель у нас 50 детей. Я думаю, как хорошо, что я не поставила план 100, да. 50 это пока для первого года нормально. Можно? Вот, смотрите, как у нас получилось, да. На данный момент найдено по списку 25 детей, и смотрите, как мальчиков больше, да. 10 девочек, 15 мальчиков. Я думала, будет наоборот. Вот. И так интересно, что мальчиков среди малышей больше 8 детей, а девочек среднего возраста с 8 до 14 их 7 человек. В общем, это вот демографическая ситуация на нашем районе, да? Ну, такая интересная статистика. Вот, значит, сегодня мы получим эти коробочки. Мне вот нужно понимать, какой размер, да, чтобы понимать, какое наполнение, ну, по размеру. Дальше. И вот список, да, вот просто для тех, кого не было ранее. Мы туда в каждую коробочку положим Библию, положим приглашение на Рождество, которое будет у нас здесь в церкви. Также будет туда положена развивающая игрушка, канцелярские какие-нибудь тоже там для творчества, да, карандаши, пластилин и так далее. Зубная щетка, зубная паста, шампунь, мыло, полотенце. Из полотенца мы сегодня с молодежной группой будем делать таких симпатичных медвежат, вот, и сладкий подарок. Вот в таком виде будет у нас выглядеть приглашение, мы определимся с датой и уже по времени тоже будем приглашать, заранее с родителями обговаривать. Но я вот пока обзвонила, да, 12 родителей, из них как бы все очень хорошо отзываются, ну, в смысле, что будет праздник и так далее, они очень рады. Вот такая Библия у нас — это пожертвование от прихожан, то есть в сумму сбора Библия не входит. Вот, значит, уже заказали, уже в пути. Дальше. Вот по канцелярским товарам тоже у нас пожертвование от прихожан. Это вот, это не ВУ, это все новое, да, это как бы с магазина. Вот, это ручки, там педальчики и так далее. Попыты, в общем, блокноты. Дальше. Так, это дальше. И вот сегодня Алексей Черемисин подъедет, и мы сегодня купим полотенца, потому что все, да, потому что мы из них должны сделать медвежат. И вот пока предварительно по возрасту, да, все-таки я потом столкнулась, что зубные щетки и пасты немножко по возрасту тоже надо делить. Поэтому пока по 30 штук купим. Вот. И самое интересное, знаете, что Бог благ, да, вот пока по мере того, как я вот ищу информацию и так далее, в общем, получается так, что я нашла максимальную скидку в хозмаркете, мне прям ее прислали в электронном виде, то есть я могу в любой момент пойти и взять, реально капает. Вот, и самое интересное, что есть такой магазин Артландия, это оказывается от Конспрофа, да, и я вот просто, в общем, нашелся сотрудник Конспрофа, который сказал такую информацию инсайдерскую, да, что 25 ноября будет у них большая распродажа, и скидка будет 25%. То есть мы можем, то есть подойти, да, надо будет на этой неделе следующей подойти, прямо выбрать подарки, отложить и подойти 25-го и выкупить с максимальной скидкой. Вот это прям очень классно. Вот. Так что у нас бюджет, пока мы рассчитали, что в среднем наполнение каждой коробочки будет по 1500 рублей. У нас 50, план 50 детей и, соответственно, сумма 75 тысяч. На сегодняшний день собрано 29 312 рублей 23 копейки. Цель достигнута на 39%. И вот на экран выводим QR-код. Еще я дополнительно в группу церкви направлю опять-таки информацию, да, на номер телефона, если захотите перевести. И буду очень рада, если вы будете тоже рассылку делать.
ну, как бы сбор, чтобы увеличить, да, масштабы. И если у вас есть знакомые семьи вот с нашего района, это может быть Жарницкого, это может быть Космонавтов, Пионерская, Якутская улица, да, то мне тоже контакты скидывайте, ну, 7 семей, кому вот такие подарки были бы очень полезны. Вообще цель какая, да, что, чтобы Библия была у каждого ребенка на руках, насколько максимально мы сможем охватить, да, чтобы ребенок понимал, что у нас каждое воскресенье есть служба, что он может приходить, развиваться, и в том числе тоже для родителей информация, да, потому что когда я говорю, что церковь, которая находится в вашем районе, они такая, да, то есть они, ну, как бы не знают. Вот, поэтому популяризация именно нашей церкви, евангелизация, вот такая цель. Спасибо за внимание. С миром Божьим. Господь вас пусть благословит на эту предстоящую неделю. Все, добро пожаловать в следующее воскресенье в 11. Также смотрите за информацией в группе, что будет все благословений. До свидания.